защитных костюмах и с рюкзаками-опрыскивателями в Якутске дезинфицируют общественные пространства. Получить профессию горной промышленности. В Хандыге начинается прием документов в горно-геологический техникум. Праздник великого и могучего. Сегодня день рождения Александра Пушкина и день русского языка. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутске дезинфицируют общественные пространства, скверы, детские площадки, дворы и остановки. В выходные санобработку начали в усиленном режиме. Работники жилкомсервиса при помощи опрыскивателей обрабатывают общественные места раствором 5% гипохлорита натрия. Концентрация безвредна для людей, животных и растений. Подобная обработка уже прошла в пригородных поселках Табага, Пригородный и Хатасы. Площадь обработанных территорий составляет 500 квадратных метров в каждом населенном пункте. В Якутске помимо междворовых территорий обработке подлежат парк культуры и отдыха, а также улицы, которые работники Якутдорстроя опрыскивают поливочными машинами. Сегодня у нас в городе работает 6 бригад, по 4 человека. Охвачен центр, центральный округ, Губинский округ. Сегодня мы обрабатываем тротуары многоквартирных домов, детские площадки, остановочные комплексы и скверы. Обработка осуществляется ранцевыми распылителями, то есть вручную, и 2 препаратами Посейдон. Обработка, о которой я сейчас рассказала, она производится в рамках заказа МКУ СГХ в интересах горожан, да, то есть для горожан она абсолютно бесплатна. Да, действительно, если есть такая необходимость, вы можете обратиться в МУП жилкомсервис, и мы обработаем общественное пространство или иные территории, которые вы сочтете нужными. Вопросы эксплуатации полигона на 9-м километре Вилюйского тракта и реализацию строительства нового рассмотрели на заседании межведомственной комиссии. Как сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов, ввод в эксплуатацию нового полигона планируется в конце 2022 года, после чего будет рекультивирован действующий полигон. В этом году намечены корректировка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и подготовительные работы. Помимо полигона планируется строительство перегрузочной станции с элементами сортировки. Проект будет реализован путем заключения концессионного соглашения. Штрафы и 6 дел об административных нарушениях порядка ценообразования. В Мегино-Кангаласском районе проведена проверка цен на социально значимые продукты питания. Были охвачены крупнейшие оптово-розничные магазины Нижнего Бестяха, Азия, Манчары, Умид и Нижний Бестях. В адрес предпринимателей, завышающих стоимость, прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере ценообразования. Виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В соответствии с действующим законодательством в целях контроля за ценами на социально значимые продовольственные товары предусмотрено установление предельного размера оптовой и розничной торговых надбавок к закупочным ценам. Постановлением главы Мегино-Кангаласского улуса утверждены предельные размеры розничных надбавок на хлеб, пшеничную муку, сливочное и подсолнечное масло, соль, сахар, песок, рис, гречневую крупу, ядрицу, пшено, вермишель, яйцо куриное, молоко питьевое, детское питание и другие продукты. За превышение установленных надбавок статьей 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет для должностных лиц и 2-кратного размера выручки от реализации товара по завышенной цене для юридических лиц. Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору скрупулезно проанализировать состояние всех мест хранения нефтепродуктов в стране во время совещания по ликвидации разлива топлива в Норильске. Кроме того, российский лидер призвал правительство в самое ближайшее время внести изменения в природоохранное законодательство с целью избежать подобных ЧП в будущем. По данным Следственного комитета, в результате резкой просадки опор резервуара дизельного топлива на ТЭЦ-3 произошел разлив 20 тонн нефтепродуктов в местную реку. Компания Норникель считает, что потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами, стало основной причиной аварии. На данный момент предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ под Норильском превышена в десятки тысяч раз. Нефтепродукты разлились на площади 350 квадратных метров и попали в реки Амбарная и Дандыкан. Следственный комитет возбудил несколько уголовных
уголовных дел. Для ГУП ЖКХ завершена навигация на Амге. Водным транспортом доставлен весь плановый объем угля. Это 30 тысяч тонн. В селе Амга выгружено 26 тысяч тонн твердого топлива. В селе Самарсун 4 тысячи тонн, сообщили специалисты топливного управления предприятия. В Нюрбу доставлена первая партия угля. В пути еще 10 тысяч тонн. Всего в первый тур навигации предприятия запланировано доставку по реке Вилюй 48 тысяч тонн угля из Джибари-Кихая для Нюрбинского и Верхневилюйского районов. Кроме того, в село Колымское для нужд участка Нижнеколымского филиала ГУП ЖКХ водным транспортом завезено 4,5 тысячи тонн угля. В Хандыге начинается прием документов в горно-геологический техникум, который готовит специалистов для геологии и горной промышленности. В новом учебном году будет открыт набор по 7 специальностям на базе 9 и 11 классов. Подробности у Марии Винокуровой. Вот на примере стоит щековая дробилка. Тут первый этап обогащения происходит. Это дробление, измельчение. Ознакомиться с будущей профессией, не выходя из дома, можно на онлайн-экскурсиях, которые проводят преподаватели спецдисциплин и мастера техникума. С конца мая на сайте, в социальных сетях горно-геологического техникума стартовал проект по набору студентов. Мы работаем через социальные сети, через издание «Учеба в Якутии», через Инстаграм ведется работа, через YouTube. Выпустили 6 видеороликов, 6 прямых таких эфиров было через Инстаграм. Прием документов начинается с 15 июня и продолжится до 25 августа. Выпускники 11 класса имеют возможность обучиться таким востребованным профессиям, как горный техник-маркшейдер, техник-геолог, обогатитель полезных ископаемых. Выпускников 9 класса техникум приглашает получить рабочие специальности – мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля, сварщик. Также техникум впервые вводит сетевое обучение для новой специальности – открытые горные работы. На первом курсе студенты будут обучаться на базе Якутского промышленного техникума. В этом году горно-геологический техникум выпускает 62 будущих специалистов рабочих профессий и примет 150 новых студентов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Минздрав страны подготовила проект о внесении изменений в проведении обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств. В частности, для получения медсправки водителям потребуется сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит соответствующие симптомы. Изначально планировалось, что правила получения медсправок водителями изменятся с 22 ноября 2019 года, однако информация об этом вызвала резкий рост очередей за получением такого документа в медицинские организации по всей стране. Суть нововведений заключалась в том, что сдача анализов мочи и крови становилась обязательной, а следовательно, получение такой справки оказалось бы процессом более длительным и дорогим, чем прежде. В Алданском районе угроза распространения новой вирусной инфекции сохраняется. Как школьники проводят лето и удастся ли во втором сезоне наверстать упущенные возможности, узнавала Татьяна Вахнина. Осенью Егор отправится в 5 класс, а его младший братик за парту сядет впервые. К школе Глеб готовится с энтузиазмом, а вот Егор понимает ценность самых длинных в году каникул очень хорошо. Творчество, развивающие игры, физкультура и спорт, прогулки на свежем воздухе. Обычно летом придумывать забавы мальчишкам не нужно. Я играю с братом, рисую, смотрю фильмы, играю в компьютерные игры с друзьями по сети. Наступление самых длинных каникул Егор, как и его сверстники, ждал с нетерпением. Как будет проводить лето, мальчик придумал давно, и планов было громадье. Однако пока круг развлечений существенно сузился. Я хотел бы поехать в летний лагерь, покататься с друзьями на велосипеде, съездить на речку.
С поездкой в лагерь, как и с походом на детскую пришкольную площадку, пока пришлось повременить. В режиме полной изоляции об организованном отдыхе детей и подростков речи нет. Пришкольные площадки, традиционно начинающие работу в первый день лета, детей не принимают. Не откроются в ближайшее время и лагеря отдыха. К сожалению, пока у нас идет режим полной самоизоляции, и детские площадки, и летний отдых у нас немножко отсрочен на более поздний срок. Поэтому вся надежда только на родителей, для того, чтобы они смотрели за своими детьми. Угроза распространения новой вирусной инфекции пока сохраняется, и в июне массовая каникулярная организованность детей исключена. Кроме того, родителям рекомендовано контролировать пребывание чад на свежем воздухе. Прогулки и игры с друзьями лучше отложить. Тут есть, во-первых, и патрули, есть и полицейские патрули Росгвардии. Также мы обращаемся ко всем родителям для того, чтобы они следили за своими детьми, следили, где дети их проводят свое свободное время. Ежегодно организованным отдыхом бывает охвачено порядка 75% школьников. Оздоровительные пришкольные площадки посещают около 2000 юных алданцев. Более 500 ребят выезжают в Томодский лагерь «Берег дружбы». Детские группы отправляются на базы отдыха и в санатории за пределы республики. Каким выдастся второй сезон наступившего лета, пока прогнозировать сложно. Сегодня 221 год со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его имя уже давно стало нарицательным, и не случайно именно сегодня празднуют День русского языка. Ведь поэт внес неоценимый вклад в развитие языка. Как этот праздник отмечается в сегодняшних реалиях, Юрий Осипов. Традиционно в День русского языка по всей стране в театрах ставили спектакли по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина. Его стихи звучали на улицах городов. Нету сына, нету дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведомую зверушку. Сегодня в условиях самоизоляции праздник проходит в режиме онлайн. Работники культуры проводят разнообразные конкурсы в социальных сетях. Якутянам предлагают опубликовать рисунки, посвященные великому писателю, викторины на знание его творчества и биографии или же чтение отрывков его произведений. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры. Навстречу северной авроры, звездою севера явись. К флешмобу по чтению отрывков произведений Александра Сергеевича присоединились множество якутян. Его стихотворения также декламируют и работники культуры. С давних времен русский язык неразрывно связан с якутским. Он оказал большое влияние на развитие нашего родного языка. И многие произведения великого писателя были переведены на якутский. Якутские писатели всегда преклонялись перед этим святым именем. Наш классик Алексей Елисеевич Кулаковский, еще обучаясь в реальном училище, написал великолепный реферат о достоинствах поэзии Пушкина. А самый бесценный подарок своему народу сделал поэт и переводчик Джон Джангалы. Он перевел Евгения Онегина Пушкина на якутский язык. Это очень большая работа. Сегодня все театры закрыты, и зрители не имеют возможности посмотреть на любимые спектакли на театральных подмостках. Но записи этих спектаклей можно посмотреть в интернете, а также на нашем телеканале. Сегодня в 20 часов 14 минут на канале Якутия-24 будет показан спектакль «Сказка о царе Салтане», а в 21:30 филармонический концерт «Метель» в исполнении симфонического оркестра. Юрий Осипов, Айтал Колесов. Оставайтесь с нами, еще больше информации вы найдете на наших сайтах.